Доброе утро, друзья! На «Эхе Москвы» в Уфе мы начинаем уфимский разворот в прямом эфире. Мы — это Руслан Валиев у микрофона и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я на всякий случай все-таки напомню номер для ваших смс-сообщений, с помощью которых вы можете присоединяться к нашему диалогу. +7 927 304 1051. Ну и напомню, что прямые трансляции также желательно смотреть в Ютубе и на Фейсбуке. И также желательно подписываться на наши каналы, ставить лайки и делать репосты по возможности. Сегодня у нас 11 июня, четверг, последний рабочий день перед очередными длинными выходными. Выходные, я напомню, в честь Дня России, который отмечается 12 июня. На эту тему, кстати, мы сегодня поголосуем, спросим ваше мнение. Кстати, не в первый раз мы его спросим, традиционно перед этим праздником мы эту тему вспоминаем. Вот. Почитаем мы прессу, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с политологом Станиславом Шкелем. Очень интересный был и содержательный вчера эфир на тему феномена движения «Башкорт». Фрагмент, конечно, всей картины не даст, но все-таки, мне кажется, это очень важная история. Во второй части мы вновь затронем национальную тему, но уже привязки к языкам. Подведем, наверное, уже все-таки итоги всей этой истории с внедрением северо-западного диалекта, проведением диктанта по башкирскому языку. Руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры Тимур Мухтаров придет в нашу студию и поделится своими соображениями о том, откуда все это началось, к чему это все приведет. Я имею в виду внедрение вот этих вот новых форм языка, о которых многие люди даже и не догадывались многие годы и до сих пор спорят. Вот. Ну что, в принципе, все сказал. А давайте почитаем прессу. Начну с двух публикаций на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. Мне кажется, это важно сказать. В частности, на суде по делу Айрата Дильмухаметова начался опрос свидетелей. Это вчера случилось. Заседание следующее состоялось вчера. Оно уже явилось вторым, кстати говоря. На первом, которое было в конце мая, ничего особенного не произошло. А вчера были допрошены свидетели. Наш коллега с «Эхо Москвы» в Самаре Сергей Мельник сообщил нам подробности, о которых мы написали у себя на сайте. Несколько свидетелей были допрошены, как свидетели защиты, так и свидетели обвинения. Ну, в частности, житель Башкирии Фидаиль Султангалеев заявил о поддержке политических взглядов Айрата Дильмухаметова, отметив, в частности, важность проблемы федеративных отношений между центром и регионами. Свидетели по фамилии Аралбаев и Абилов подтвердили версию обвинения об эпизоде в Баймаке, использовав вырванную из контекста фразу, в которой в лингвистической экспертизе была признана экстремистская составляющая. Правда, была признана она без учета последующих уточнений слов Дильмухаметова, о чем мы опять же не раз говорили в эфире, и адвокат Алексей Захаров тоже рассказывал. Свидетели Мухаммадинов и Даутов рассказали суду о своей версии сбора Дильмухаметовым денежных средств. По их словам, пожертвования должны были быть использованы для создания 4-й Башкирской республики. То есть эти двое подтвердили версию обвинения. Сам Айрат Дильмухаметов пояснил, что собирал деньги на избирательную кампанию. Он планировал, я напомню, баллотироваться на пост главы республики в сентябре 2018 года. Также суд заслушал телефонный разговор Дильмухаметова с журналистом Идель Реали Артуром Асафьевым, где также затрагивались вопросы федеративных отношений в России. То есть разговоры записывались, что важно иметь в виду, дорогие друзья, когда вы политику обсуждаете по телефону. Ну и прокурор Каганова Анастасия зачитала 2 тома обвинения, после чего заседание закончилось, и следующее наметили на 25 июня. Что, если честно, меня удивило, поскольку мне ФСБ сообщали, что 11-го, то есть сегодня, состоится заседание, на котором допрашивать будут в том числе меня, как свидетеля. И я должен был прийти в военный окружной суд в Уфе для того, чтобы по видеосвязи выйти, с показаниями в Самарский суд, где рассматривается дело Дильмухаметова. Но, судя по всему, этот допрос состоится позже. Как говорится, будем наблюдать. Далее, надо сказать про активность депутата Госсобрания Курултая Оксаны Савченко. Вчерашний эфир, если вы помните, был отчасти ей посвящен. Она рассказывала подробности, правда, в записи о том, как у нее встреча с сотрудниками ГИБДД прошла, уже ставшая, по сути, известной и скандальной. И после этого она в Инстаграме опубликовала новую историю. Сообщила обществу, что, оказывается,
по ее данным, по меньшей мере, спортивная школа хоккейного клуба «Салават Юлаев» начинает тренировку с детьми и делает это в нарушение указа главы республики, который хоть и сделал послабление с 1 июня, что спортом можно заниматься, но сделал он это для профессиональных спортсменов, ну то есть условно для хоккеистов основной команды «Салават Юлаев», там, для футболистов футбольного клуба «Уфа» там, и так далее. А для занятий в секциях разрешения не было. И вот она задается вопросом, а почему это происходит, на каком основании, они жаждали это наживы и так далее, и так далее. Ну, с утра мы тут же обратились за комментарием в хоккейный клуб, правда, до сих пор ответа не получили, очень надеемся, что все-таки разъяснения поступят. Однако вот это вот заявление Оксаны Савченко вызвало в публике неоднозначную реакцию. Ну, кто-то говорит, да, действительно, она права, обратила внимание на явные нарушения. А кто-то говорит, ну что ж, типа, ну вот что пристали, да, то есть пусть занимаются дети, ничего страшного в этом нет, все меры безопасности будут соблюдены, ну сколько можно, в конце концов, не заниматься и терять спортивную форму. Ну, опять же, вопрос дискуссионный, я считаю, решение остается за вами. Важный материал «Коммерсанта» о том, как дело, уголовное, конечно же, дело о взрыве на Уфа-Нефтехиме подводят к приговору. Это заголовок «Коммерсанта». Если вы помните, в 2016 году, в июле месяце, 16 а именно июля, взорвалась установка гидрокрекинга. Это сопровождалось пожаром и гибелью нескольких сотрудников завода. Тогда большой шум на эту тему поднялся. Многие начали говорить о том, что в нефтяные наши предприятия не вкладываются деньги, прежде всего в систему безопасности, а все деньги высасываются и уезжают за пределы республики. Именно вот этот такой лейтмотив оценки событий, конечно, звучал прежде всего. А если посмотреть на то, как у нас завершается судебный процесс, а он все это время шел, и сначала следствие, потом суд, то действительно здесь вызывает, наверное, все-таки это дело вопросы, прежде всего у тех, кто остались потерпевшими в этой истории. Сейчас я вот вам скажу, значит, вот кто у нас обвиняется. Инженер Раиль Давлетов и бывший инженер Александр Королев. Им прокурор запросил по 4 года лишения свободы в колонии и поселении. Для начальника сектора отдела технического надзора Илюса Зиннатшина и начальника установки гидрокрекинга Рустама Янчурина, а также главного механика производственной площадки Олега Храмова по 5 лет в колонии и поселении. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат Радик Латыпов. То есть в списке обвиняемых, ну, может быть, не рядовые рабочие, но максимум там главный механик и начальник конкретной установки гидрокрекинга. То есть в уголовном деле отсутствуют какие бы то ни было значимые фигуры, которые решают глобальные вопросы по финансированию и там по каким-то вопросам реконструкции, скажем, да. Следствие пришло к выводу, что виноваты конкретные исполнители. Здесь хитросплетение есть по поводу того, кто, когда, где там починил и неправильно, значит, оформил, кто это не проконтролировал и прочее, прочее. Все очень это интересно, важно, и выводы, опять-таки, делать, конечно, вам самим, поэтому читайте. И тут надо все-таки быть специалистом, хотя бы в чем-то разбираться и понимать, как это все работает. Но дело подходит к концу, так или иначе. А история с победителем на археологические исследования территории Восточного выезда имеет продолжение. Антимонопольная служба не одобрила выбор подрядчика. Об этом в наших эфирах подробно на прошлой неделе говорилось. Так вот, ведомство обязало транспортную дирекцию Башкортостана повторно подвести итоги конкурса на отбор подрядчика. В мае победителем конкурса стоимостью 35,5 миллионов рублей была признана Уральская строительная компания, то есть ни разу не археологи. И как раз-таки археологи-профессионалы у нас в эфирах говорили, что ну как же так, выбрали подрядчика по грамотам якобы бывших клиентов, и тут, оказывается, эти самые грамоты вызвали вопросы в плане подлинности, и конкурс будет проведен повторно, как говорится, и посмотрим, кто его на сей раз выиграет, и по каким критериям будет отбираться победитель конкурса на археологические исследования. По таким же грамотам или все-таки по непосредственно профилю деятельности, который, наверное, должен хоть как-то соответствовать археологии. Финансовые новости РБК Уфа публикует, на что я обратил внимание, мне кажется, важная история. В мае только жители Башкирии взяли в банках почти 6 миллиардов рублей наличными, 5,7 миллиардов рублей. И по количеству нецелевых потреб кредитов, ну то есть не ипотечных и не автокредитов, а просто деньгами, мы оказались в четверке лидеров по Российской Федерации, уступая Москве, Московской области и даже не Татарстану, как это обычно бывало, а Краснодарскому краю, население которого, как мы знаем, неуклонно растет благодаря мигрантам из разных концов страны. Количество этих самых кредитов в республике 23 тысячи.
По деньгам я уже сказал, почти 6 миллиардов рублей. Друзья, будьте внимательны и осторожны с кредитами все-таки, да, не перебарщивайте. Ну и правительство анонсирует обучение людей старше 65 лет цифровым сервисом. На моей памяти, кстати, за последние 10 лет уже не первый раз эта инициатива звучит, а что-то люди все никак не научатся. Здесь коронавирус стал поводом. Правительство считает, что как бы нашим пожилым людям нет необходимости и не нужно ходить там на почту, в Сбербанк и так далее, платить коммуналку, получать госуслуги, поэтому их нужно научить пользоваться интернетом, и чтобы они это делали все дистанционно. Ну, на мой взгляд, это, наверное, правильно. Очередей будет меньше на той же почте. С другой стороны, как это будет реализовано, это вопрос. И насколько люди пойдут все-таки на то, чтобы изменить своим многолетним привычкам. Хотя я лично, конечно, призываю хотя бы такие вещи изучать и действительно упрощать жизнь себе и другим, потому что платить за эту же коммуналку все-таки проще дистанционно. Ну что, почитали мы с вами прессу, как говорится, по-быстрому, а сейчас обещанный фрагмент программы «Персонально ваш». Политолог Станислав Шкель, нечастый гость нашей студии, вчера подробнейшим образом разобрал национальное движение в Республике Башкортостан на примере движения «Башкорт», которое он назвал, в общем, феноменальным в плане успешности. И вот фрагмент этого эфира давайте сейчас услышим. Почему Башкорт более оказалась успешной вот в плане массовой мобилизации, популярности, и более того, и удалось симпатии завоевать и вне башкирского сообщества. Это действительно очень интересно, никому до этого не удавалось сделать. Вот мне кажется, причина вот именно, конечно, можно сказать, как многие говорят, что просто Башкорт воспользовался новой ситуацией, и действительно какие-то возможности у Башкорта появились, те, которых не было раньше. Ну, например, политический фактор, например, раскол элит среди вот региональных элит. Вот то, что мы наблюдаем, кстати, в Татарстане, да, то есть когда элита раскалывается, они начинают бороться друг с другом, и им иногда становится важно, выгодно использовать для этого какие-то организации, они начинают тактические альянсы, помогать, там, финансировать. Да, Башкорт оказалась в такой ситуации, вот в 2014 году, действительно, уже когда пришел Хамитов, элита действительно у нас боролась друг с другом, и так или иначе какие-то элитные сегменты обращались к Башкорт использовал эти элиты, да, то есть смотря тут как посмотреть, и мне кажется, это нормально. Структура политических возможностей благоприятствовала тому, что у Башкорт были, да, вот такие пространства маневра, да, и, соответственно, никто не был заинтересован их запрещать, их использовали как инструмент борьбы, ну и сами Башкорт от этой ситуации тоже выигрывали, да. Когда Хамитов пришел, безусловно, вот эта риторика, да, о том, что башкир зажимают, она стала звучать как бы более резонно, да, то есть и действительно экономические проблемы там, да, усугублялись за Урале и так далее. Вот этот объективный момент тоже, многие говорят, ну, они просто использовали протестный потенциал. Да, наверное, так. Да, наверное, интернет-технологии тоже увеличивают мобилизацию, узнаваемость, то есть вот снижают вот этот порог как бы инвестиций, чтобы тебя узнали через интернет. Ну, это, я думаю, не секрет. Сегодня проще делать какие-то политические карьеры. Навальный хорошо пользуется, ну и все вообще политики, да. Но вот тогда у меня вопрос. Если все эти такие благоприятные условия были, действительно ли от лидеров Башкорт ничего не зависело? И мой ответ – нет, зависело. Потому что если бы вот все было связано бы только с этими объективными обстоятельствами, тогда вот, условно говоря, организация Кук-Буре, которая там 2014 году была все-таки наиболее узнаваемая. Почему она не воспользовалась этими возможностями, да? Совсем другие люди воспользовались, а Кук-Бурек, у которых как бы стартовые позиции были лучше, то есть в 2014 году Башкорт никто не знал. И вот они как бы появляются на авансцене, и вдруг за 5 лет осуществляет то, что Кук-Буре не мог сделать, да? Поэтому я думаю, что тут важно и обратить внимание, вот что сделали Башкорт. Вот их основная заслуга в том, что они почувствовали, лидеры, я имею в виду Башкорт, вот почувствовали новую ситуацию, но мало почувствовать, они вот смогли предложить стратегию, которая оказалась успешной. В чем суть этой стратегии, в чем их отличие? До них и Союз башкирской молодежи, и Кук-Буре, вот тут опять же хочу подчеркнуть, я вот сейчас, когда говорю в эту разницу, я опять же не говорю плюс или минус. Условно говоря, если Башкорт бы оказались в 90-е, может быть, они также поступали. То есть, да, там была как бы иная ситуация, иные задачи. Но иногда политики, ведь они, когда начинают решать свои задачи, они не знают, какие долгосрочные последствия будут. И вот на самом деле долгосрочными последствиями стратегии Союза башкирской молодежи Кук-Буре оказался тупик. Что я имею в виду? Основная стратегия была связана с тем, чтобы привлекать, захватывать властные позиции в Уфе, и они, на самом деле, очень сильно в этом преуспели. То есть, действительно, Уфа за 90-е стал куда более башкирский город, и особенно, если говорить вот именно на элитный сегмент. Но в чем была проблема тут? Первая проблема в том, что когда вот стратегия ведется
собственно, наступление на вот эти властные позиции. Это, естественно, отторгнуло, да, создало негативное отношение к башкирскому движению в целом со стороны русских и татар и других национальностей, потому что, в этой стратегии башкиры занимали позиции, конечно, и за их счет. И вот в этом смысле Союз башкирской молодежи или Кук-Буре вот иметь поддержку со стороны других, не башкир, просто не имели никаких шансов вот в силу вот этой стратегии. Но самое интересное другое. Эта стратегия привела к отчуждению со стороны массовых, вот именно в основном сельских, но не столичных, в общем, башкир, потому что, это объективно, любое общество пирамидально и элитных структур очень мало. То есть на первом этапе они создавали действительно каналы, которые позволяли башкирам занимать эти позиции. Но основная масса оставалась ни с чем. Более того, она в результате этой политики оказалась вдвойне ущемленной. Во-первых, она продолжала себя считать ущемленной со стороны других этносов. У вот этих людей, которые, так сказать, получили властные позиции, вот эти элитные башкиры стали смотреть на остальных немножко свысока. То есть вот пошел раскол внутри башкир, да, то есть башкиры рассматривали вот этих успешных башкир как не совсем, может быть, даже башкир. И этому были основания. Вот смотрите, лидеры вот тех движений, вот этих башкорт, они рассматривали развитие башкир как именно стратегию включения вот именно в инфраструктуру, которая является не башкирской. Через это прошли все. Это вот тоже не такой вот уникальный феномен. То есть русские тоже, да, вот чтобы стать современной нацией, они сначала при Петре начали подражать европейцам. И вот у европейцев есть там Версаль, вот у нас будет свой Санкт-Петербург. У европейцев есть Академия наук, мы свою Академию наук сделаем. Вот в 90-е вот это был вот такой подражательный национализм. То есть для того, чтобы быть современным башкиром, надо быть именно похожим на русского. Станислав Шкель был гостем программы «Персонально ваш». И вот радиослушатель нам пишет: Станислав меня реально потряс. Правда, он упустил важный момент об миграции коренных башкир по регионам России и другим странам мира. Даже он, видимо, не знает, сколько башкир покинуло родину. Я бы сказал, темой разговора все-таки другая история была. Айрата зачем держит, задается вопросом наша радиослушательница. Спасибо за активность, друзья. Сейчас ваша активность еще потребуется, поскольку мы будем голосовать. Пока лишь скажу, что сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет вице-премьер правительства республики, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Подведем итоги весенней полевой посевной кампании и, в общем, поговорим о планах. Поэтому вопросы можете присылать по нашему традиционному номеру для СМС-сообщений. Сейчас скажу то, что обещал, а именно по поводу завтрашнего, точнее, праздника, День России. Именно таким этот день является, а не Днем города. Он является, как многие уфимцы, к сожалению, думают многие годы, потому что именно в этот день День города отмечается. А День города у нас просто отмечается в этот день, потому что удобно, потому что выходным этот день является. Но выходным он является, потому что это День России. Раньше он назывался День независимости России определенное время, да, и возник он по поводу того, что в 90-м году, в этот день, 12 июня, Верховный Совет РСФСР еще принял декларацию о государственном суверенитете, опять-таки, РСФСР на тот момент. Споры на довольно-таки даже высоком уровне идут по поводу этого праздника. Его государство в одно время пыталось как-то не то чтобы легитимизировать, но, по крайней мере, популярность этого праздника увеличить, усилить. Однако эти усилия, мне кажется, прошли, скорее, больше даром, нежели с пользой, и эти усилия, по большому счету, прекратились. Недаром праздник из Дня независимости, с таким громким названием, превратился просто в праздник Дня России. Но все-таки, учитывая, что наша аудитория относительно политизированная, следящая за повесткой информационной, не только местной, но и федеральной, давайте все-таки мы срез небольшой сделаем по состоянию на сегодняшний день. Я сейчас не буду спрашивать, как мы это делаем обычно. Для вас это скорее праздник или там обычный выходной день. А спрошу по поводу изменения вашего отношения с течением времени к этому дню. Вот за последние годы, это не важно какие годы, 5-10, а может быть все 20 лет, для вас лично значение 12 июня, Дня России, уменьшилось или увеличилось? Если оно не изменилось, это третий вариант, да, у нас третьего номера нет, голосуйте за вариант возросло, да, увеличилось. То есть будем считать, что если хуже не стало, значит стало лучше. Итак, 262-72-47, номер телефона для тех, для кого, точнее, за последние годы значение праздника День России уменьшилось. 262-72-47. Для тех, у кого отношение не изменилось, либо увеличилось, улучшилось, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел.
Спрашиваем у вас отношение к Дню России, к дню, который раньше назывался День независимости России, который отмечается традиционно 12 июня и является выходным праздничным днем. Отношение к этому дню в плане как к празднику, как к значимому событию у вас уменьшилось за последние годы. 262, 72, 47. Отношение к этому дню, как к празднику, у вас, наоборот, стало лучше. Вы ценность этого праздника ощущаете все больше и больше. Либо, как минимум, отношение хуже не стало. 262, 72, 48. Я бы очень хотел сказать, что мое отношение стало лучше и существеннее. И, наверное, таковым оно станет. Но, к сожалению, пока реалии таковы, что сделать такой вывод я однозначно не могу. А мы с вами давайте голосовать. Уже сейчас мы уходим на перерыв. У нас новости федеральные и республиканские. После перерыва подведем итоги и перейдем к разговору с нашим гостем. — 6:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Полное снятие ограничений, введенных в Москве из-за эпидемии COVID-19, займет около 2 месяцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, массовые мероприятия, в том числе работу театров, проведение концертов и спортивных турниров, разрешат, скорее всего, в начале июля. Статистика смертности от коронавируса в России сложна для понимания. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Как передает Рейтер, он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит необычно даже при большом объеме тестов на COVID-19. Специалист ВОЗ призвал российские власти пересмотреть отчетность по летальным исходам. Мосгорсуд проведет сегодня заседание по иску 4 муниципальных депутатов о законности штрафов за нарушение режима самоизоляции, установленных посредством видеофиксации. Эта практика нарушает российские законы. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из заявителей, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова. Мы считаем незаконной и требуем отменить поправку к Московскому городскому кодексу административных правонарушений, которая позволяет присуждать автоматические штрафы по показаниям камер наблюдения и данным геолокации. Гражданин не может предъявить аргументы в свою защиту, документы, например, предъявить. Эта поправка, во-первых, противоречит ряду федеральных законов, Федеральному кодексу об административных правонарушениях. По мнению Елены Русаковой, Мосгордума, принимая эту поправку в московский КоАП, превысила свои полномочия. Число инфицированных коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Об этом сообщает специализированный статистический портал Worldometer. По его данным, число жертв инфекции в Соединенных Штатах выросло до 115 тысяч. Дональд Трамп, между тем, планирует реформировать американскую полицию. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани, после смерти темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей, президент провел последние 10 дней, работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране. Пакет реформ, по ее словам, представят гражданам страны в ближайшие дни. Содержание грядущих реформ она не уточнила. Руководство автогонок NASCAR запретит флаг конфедератов на своих соревнованиях. Речь идет о полотнище с синим крестом с белыми звездами на красном фоне. Под флагом конфедерации во время гражданской войны в США солдаты рабовладельческого юга сражались с северянами. Многие темнокожие американцы считают эмблему символом угнетения и расизма. В Москве сейчас 21 градус, днем 30-32, дожди и грозы, возможен град. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1.
Реклама. Отвечает Александр Друзь. Купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Это жилой комплекс «Умный дом», который возводит строительная компания «Стройфедерация». Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат «Эггер», кондиционеры «Балу», радиаторы «Пурмо», лифты «Отис» с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 280 10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Белорецком районе скончался пациент с коронавирусом. Как сообщил в соцсетях глава района Андрей Иванюта, мужчина умер в Белорецкой центральной районной больнице. Ему было почти 70 лет. По его словам, пациент заболел в конце мая, был на искусственной вентиляции легких. 9 июня ему резко стало плохо, спасти его не удалось. Тело умершего отправили в Уфу для проведения вскрытия. Если оно покажет, что мужчина умер от COVID-19, он попадет в статистику летальности. Цитата. «Родственники даже не смогут с ним по-человечески попрощаться. Гроб будет закрыт. Проверили его членов семьи. По анализам ковида нет ни у кого». Конец цитаты. Напомню, по официальным данным, в Башкирии 18 человек умерло от коронавируса. Эта цифра не меняется уже более 3 недель, с 20 мая. Ради Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Согласно тексту документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, с 22 до 10 часов дети до 17 лет должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей. Также в указе говорится, что 15 июня начинают работу образовательные организации, которые работают по программам дополнительного профессионального образования. А с 22 июня начнут работать детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медперсонал. В первом квартале текущего года смертность в Башкирии превысила рождаемость на 20%. По данным, что приводит Башстат, с января по март в республике родилось 9800 человек, умерло более 12 тысяч. Естественная убыль населения составила за 3 месяца 2600 человек. Более 9000 человек, умерших за указанный период времени, это лица старше трудоспособного возраста. Это около 2/3 от общего числа скончавшихся. Относительно аналогичного периода прошлого года выросла смертность среди трудоспособного населения, однако снизилась у старшего поколения. Кроме того, снизилась смертность среди детей всех возрастов, от младенцев до 17 лет. Основными причинами смерти в Башкирии остаются болезни системы кровообращения, новообразование и эндокринные заболевания. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе облачно с прояснениями, 18 градусов тепла. Днем до плюс 25, умеренный ветер, дождь. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем «Уфимский разворот» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я напомню слушателям, что до перерыва я объявил голосование по поводу вашего отношения, точнее, изменения вашего отношения к празднику День России, который отмечается завтра, 12 июня. Если оно уменьшилось, то есть этот праздник для вас стал менее значимым за последние годы, 262 72 47. Если он стал более значимым или как минимум отношение к нему не ухудшилось, 262 72 48. Сложный довольно-таки вопрос, и голоса почти разделились пополам. Подвожу итоги. 62% говорят, что все-таки отношение к этому празднику стало хуже за последние годы. Но 38% заявили, что в принципе отношение либо сохранилось, либо даже стало лучше. И вот гость нашей студии, руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры, один из разработчиков госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан на 19-24 годы Тимур Мухтаров, который находится рядом со мной. Скажите, вот у вас лично как отношение к празднику День России? Вы его считаете за праздник, в принципе? Добрый день, Руслан. К этому празднику у меня отношения сложные. Я его за праздником не воспринимал. Я еще помню те праздники, которые были в советское время, застал их и чувствую, что лучше них праздников у меня не было. Угу. Ну, то есть таких дней, которые вы ощущали внутри, да, именно вот это вот ощущение праздника. Да. Ага. А День Республики 11 октября, который аналогичным является, кстати, ну, по сути, да, день принятия декларации о суверенитете, для вас такой же не очень значительный день? День Республики для меня более такой значительный, потому что он эмоционально связан с моей родиной, поэтому все-таки больше я к нему отношусь лучше. Угу. Ну, давайте тогда, прежде чем перейдем к теме вот этих вот сложных вопросов, связанных с диалектом, все-таки поясним слушателям в нескольких словах о той программе, автором которой вы являетесь. Что за программа на 5 лет, с чьей подачи, благодаря чьей инициативе она была разработана и к чему она призвана? Такая государственная программа, она должна, по идее, приниматься в соответствии с законом о языках народов Республики Башкортостан. И в этот раз, в 2017 году, она была разработана с подачи тогдашнего главы республики Хамитова. То есть лично он инициативу проявлял? Да, конечно, это его окружение, администрации главы республики, и это был ответ на тот языковой кризис, который разразился в связи с проверками прокуратуры, в связи с тем, что башкирский перестал быть обязательным. Ага, напомним, да, в 2017 году случилось выступление Путина, который сказал образно, что вот не нужно изучать языки обязательно. Потом в Уфе случились митинги, в том числе, да, движение Башкорт в защиту башкирского языка. И вот на этом фоне администрация Хамитова решила принять программу. Да, так точно. Угу. Эта программа уже, по сути, должна реализовываться, начать, по крайней мере, да, в 2019 году. На сегодняшний день есть уже какие-то конкретные шаги, которые реализуются с помощью этой программы? Из конкретных шагов я вижу только гранты главы республики по языкам, суммы которых тоже заложены именно вот в рамках данной госпрограммы. Но говорить о каких-то значительных результатах я бы не стал, потому что я не вижу каких-то изменений, например, улучшения башкирского языка в системе образования и в системе цифровизации башкирского языка, который также влияет на систему образования. В общем-то, раздаются гранты. То есть вот эти пункты, о которых вы не видите, они в программе есть, но фактически ничего не делается для того, чтобы эти пункты реализовать? В программе, да, они есть, но реализуются они не так, как хотелось бы. На ваш взгляд, что происходит? Почему так происходит, точнее? На каком уровне происходит, ну, скажем, саботаж? Я бы сказал, это на уровне чиновников среднего звена. То есть дело в том, что наши министерства, скажем так, наши власти Республики Башкортостан имеют, кроме закона о языках республики, еще негласные указания, которые, как в советское время, сообщаются по телефону и по другим негласным каналам связи. И они передаются со стороны уже федерального центра.
Так. Например, наше Минобразование получает какие-то негласные указания из Минобразования России. И уже в соответствии вот с этими указаниями уже ведется реальная национальная политика, и те, казалось бы, хорошие намерения, которые заложены в госпрограмме, в результате нивелируются. Угу. То есть, сейчас вы довольно-таки громкое заявление делаете. А есть ли, я не знаю, какие-то подтверждающие факты или люди, которые вам об этом рассказывают? Вот откуда информация, что действительно есть вот эти негласные требования со стороны федеральных органов власти, и причем эти требования, идущие вразрез действующему законодательству? Я слышал это в неформальных беседах с сотрудниками Министерства образования Республики Башкортостан. Потом я еще знаю о том, что наше Министерство России принимает некоторые подзаконные акты, которые, в общем-то, противоречат федеральному закону об образовании и так далее. Но они реализуются именно в обязательном порядке, несмотря на то, что есть федеральные нормы. Я говорю так, например, о том, что наш, вот, допустим, башкирский язык, согласно вот внутренним приказам Минобразования, не может стать языком образования в школах. Ага, то есть, по приказу башкирского или федерального? По приказу федерального. Ага. И этот приказ, он не афишируется, хотя, в общем-то, его можно найти в интернете, но как бы он выполняется. Ага. А я так понимаю, на уровне регионального законодательства есть такая возможность? Есть такая возможность, но прислушивается именно к этому подзаконному акту. И в результате у нас на сегодняшний день нет вообще школ или классов, где бы все предметы преподавались на башкирском языке. Я да, так понимаю? точно. То есть башкирский идет отдельным языком, как государственный там, или как родной, но физику или математику на башкирском уже не преподают. Да. Хотя в советские годы, я помню, преподавали. Да, именно так. Именно так. Угу. То есть мы делаем вывод, что фактическая ситуация с развитием языков сейчас хуже, чем была 30 лет назад. Так ведь? Да, это верно. Ну, на этом фоне мы еще, я так понимаю, вернемся вот к этому взаимодействию федералов и региональных властей. На этом фоне у нас происходят вот некие, не знаю, пиар-акции, что ли, можно ли их так назвать, вроде диктанта башкирского, который прошел в онлайне в апреле месяце. И все бы ничего, если бы этот диктант не имел такую вот спорную, что ли, составляющую, которая вызвала дискуссии в обществе. Я имею в виду диктант на северо-западном диалекте башкирского языка. Вот вы, как автор программы по развитию башкирского языка, как вообще относитесь к идее наличия как такового северо-западного диалекта? Северо-западный диалект есть. Я работаю в научной структуре. Это Институт истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра. А в свое время этот институт выпустил научные труды о наличии 3 диалектов башкирского языка. И самый поздний из всех диалектов был признан именно научными кругами и учеными, башкирскими учеными, северо-западный диалект. Причем это произошло еще в 80-х, 90-х годах. И вышли научные труды капитальной монографии на эту тему, которые были обсуждены, апробированы, диссертации защищены. То есть с этим у нас проблем нет. В Казани есть непризнание этого диалекта. Но мы признаем, и для нас это уже давно сложившийся факт. Так. Ну, то есть ученые круги давно об этом, получается, решили, по крайней мере, но на уровне официальных властей об этом говорить, причем внедрять стали только сейчас, так? Да, но я хотел бы вам обратить внимание, что внедрять стали не только при нашем нынешнем режиме, нашем главе Хабирове, а уже при Хамитове. То есть, например, летом 2018 года вице-премьер Салават Сагитов собрал у себя закрытое совещание чиновников и башкирских ученых, на котором он представил, как уже свершившийся факт, проект постановления правительства о внедрении северо-западного диалекта, в том числе в системе образования республики. Угу. Но тогда у властей республики не хватало просто ресурсов и довести начатое до конца. И проект этот так и остался проектом. Вскоре Хамитов ушел в отставку, как вы знаете. Ну да.
Да, но сейчас при новом главе эта тема внедрения снова стала муссироваться северо-западного диалекта, причем на официальном уровне. Как вы видите, Хабиров нынче официально благословил башкирский диктант, причем он прекрасно знал, что в этом году правила диктанта предусматривали вот такой вот политический конфликтный пункт о возможности написания его на северо-западном диалекте. И все это заставляет меня сделать вывод о том, что такое политическое муссирование возможного внедрения северо-западного диалекта, оно является частью национальной политики уже федеральных властей в Башкортостане, а не только нашей внутренней республиканской повесткой. То есть федеральным властям выгодно в этом смысле, да? Точнее, в каком смысле мы пока не поняли, но им выгодно, чтобы был северо-западный диалект официально признанным. Если да, то почему? Я здесь хочу развести понятие. Федеральным властям, в общем-то, это не настолько важно, чтобы он был признан реально, но для них важно, чтобы была муссирована вот эта тема, но при чтобы этом... были споры определенные. Да, так. чтобы было какое-то такое вот противостояние, точка какого-то вот недоверия. Между Татарстаном и Башкортостаном, в частности. Не только. Между внутри даже. Сторонниками, допустим, возрождения татарского языка и сторонниками возрождения башкирского языка. Вот, как вы знаете, в 2017 году произошел кризис именно, как бы, с одной стороны, были сторонники возрождения родных языков татарского, башкирского языка, а с другой стороны, им противостояли, как бы, со стороны федералов те, кто вообще хотел лишить их статуса государственного. Так. Вот. Но при этом, как бы, федеральная сторона хочет оставаться при этом, как бы, негласно. Ну да, понятно. Действовать негласно. Как бы ни при чем. Да. Ага. Интересное мнение. А вот все-таки, вот вы упомянули, что язык, этот, точнее, диалект северо-западный уже официально утвержден. А существуют ли нормы этого языка в плане правописания, орфографии и так далее? Я почему спрашиваю? Я как участник этого башкирского диктанта, который писал именно часть на северо-западном диалекте, задавался вопросом и до последнего момента так и не понял, а какой алфавит использовать, какую грамматику? Все-таки она отличается в татарском и башкирском языке. То есть звучание это татароязычное было, грубо говоря, у этого диктанта, а этот самый диктант называется вроде как башкирским. И я сижу и думаю, вот это слово, звучащее как бы по-татарски, мне как писать? С учетом татарской или башкирской грамматики? Официально нормы этого языка, так называемого языка северо-западных башкир, они еще не утверждены, но я знаю, что за счет средств гранта главы Республики Башкортостан были написаны книги, которая называлась одна «Проект орфографии северо-западного диалекта башкирского языка», и другая — это «Нормирование северо-западного диалекта башкирского языка». И автором этих монографий был коллектив под руководством Искандера Саидбаталова, который является сотрудником кафедры археологии в Башгу, но при этом он кандидат филологических наук. То есть эта брошюра вышла, но нигде она не прошла никакой апробации среди филологов, никакого утверждения официального не было. Но уже на нем все равно, как бы, пишутся, как бы, в соответствии, видимо, с ними. А вы к организаторам диктанта и к тем, кто проверял работу, какое-то отношение имеете? Можете помочь с тем, чтобы я эту работу увидел? Мне-то оценку прислали, 4, а я не знаю, какие там у меня ошибки, как их проверили, там, вот как это у нас в школе было, да, на полях галочки ставятся. Отношение к организаторам диктантов имеет фонд башкирского языка, возглавляемый Юсуповой Гульнас. Я, к сожалению, даже не к сожалению, может быть, к счастью, никакого отношения к этому не имею. Я понял. Так, ну смотрите, как бы, ладно, все это, как говорится, споры, ломание копий, ну к чему-то, может быть, оно приведет, но цель-то конечная, она ведь все-таки, наверное, одна у всех, да, языки нужно сохранять и как-то развивать, потому что тренд не способствует, что ли, да, потому что все меньше и меньше носителей становится. Да, вы знаете, я бы как раз хотел здесь сказать, что вот, что касается вот возрождения, развития башкирского языка, возрождения и развития татарского языка, потому что вот эта история с диалектом, она напрямую их касается, вот этих двух языков. Вот в теории игр существует такое понятие, как игра с нулевой суммой, когда ресурсы фиксированы, и один игрок может выиграть лишь за счет другого. Но есть и другая модель, когда два игрока сотрудничают, и в результате выигрывают оба, каждый получает свою выгоду.
И такая модель называется по-английски win-win. Она сложнее, но в природе распространена больше. Так вот, я бы применил эти модели к отношениям между сторонниками вот возрождения башкирского и сторонниками возрождения То есть татарского у вас языков есть в модель, условиях когда России. все могут остаться при своем, как говорится, и выиграть. Да, ведь Так. основа для сотрудничества есть. Это вот уникальное сходство башкирского и татарского языков. Это сходство рождает единую языковую среду. Это очень важно, особенно для регионов и городов, которые за пределами Республики Татарстан и Республики Башкортостан. И вот эта языковая среда, она объективно повышает шансы на выживаемость обоих языков. То есть можно сказать, что башкирам, если они хотят сохранить число носителей своего башкирского языка, жизненно важно, чтобы татары в будущем тоже продолжали говорить на татарском языке. И тогда башкирам будет с кем говорить вообще на своем языке, смотрите, в рамках татары, единой по башкирской моим языковой наблюдениям, среды. и так говорят активно в той же самой Казани, да, язык активно используется в повседневной жизни, а в Уфе не особо. Да, языковой практики в Уфе вот мне, как башкиру, не хватает. И чаще всего мне получается практиковаться с татарами. Я говорю на башкирском языке, татары говорят со мной на татарском языке, и оба остаются довольными друг другом, потому что понимают. И, в общем-то, говорят какими-то едиными культурными кодами, одними и теми же поговорками, одними и теми же песнями ссылаются на какие-то общие мемы и так далее. Вот. Ну а вот в случае с политизацией вот северо-западного башкирского диалекта, его в каком-то внедрении искусственном, я уверен, что вместо сотрудничества мы получаем противостояние. То есть нам придется играть в игру с нулевой суммой. Например, вот в результате вот политики внедрения у нас под предлогом того, что татарский язык не является родным для населения северо-запада, он может быть исключен из школ искусственно. Или же литературный башкирский язык, который тоже в этих школах изучается как государственный, он тоже может перестать изучаться, и вместо него, например, внедряться какой-то диалект. Вот, северо-западный диалект башкирского внедрят. Ну, Да, а что это есть... изменит-то? То есть называться будет по-другому, а по сути-то... Нет, изменит этот вот что. Вот представьте, раз татарский язык в школе не нужен, например, все учебники собираются, увозятся, сдаются в макулатуру татарского языка. То же самое, например, учебники башкирского языка, там не нужны литературные, привозится что-то другое, но оно, вот это другое, не может заменить ни татарского, ни башкирского языка. И в результате получается ничего. То есть, пустота получается. Да. То есть, смотрите, если я вас правильно понимаю, с одной стороны, вы согласны с тем, что диалект существует, это признанная история, все нормально, пусть он будет, но то, что его внедряют сейчас сверху из-под палки, вы считаете это неправильно? Что его внедряют в систему образования. Я согласен, пусть этот диалект, он в системе, в сфере культуры существует, например, художественная самодеятельность, даже эстрада или вообще какие-то другие формы. Но вот давать ему официальный статус, объявлять его языком образования, да, как родной, чтобы он изучался и так далее, вот этого делать не надо, потому что тогда пострадает и башкирский, и татарский язык в тех же школах. Вот. И это будет уже даже не игра с нулевой суммой, где проигравшими будут две стороны, а тут даже и третья сторона проиграет, которая вот действует согласно как бы там своим негласно действует в надежде, чтобы обе стороны не договорились, но даже им тоже в будущем это аукнется. Потому что как бы придется какие-то ресурсы вкладывать, чтобы вернуть все на нормальное русло. Ну вот времени немного, вопрос сложный, но все-таки попробую задать. Смотрите, вот вы утверждаете, что все-таки федеральные власти заинтересованы вот в этой ситуации. А с учетом у нас строгой вертикали власти, я делаю вывод, что местные власти ни в Башкортостане, ни в Татарстане ничего против сделать не смогут. То есть бесполезно этот разговор пытаться к чему-то призвать. Или я ошибаюсь? Ну, я вообще понимаю, что стратегия Татарстана в этой связи может быть только такой, что они продолжают как бы изучать там, или пропагандировать развитие там, изучения татарского языка, пусть это даже будет под маркой диалекта. Вот. Это единственная как бы стратегия, если они хотят сохранить татарский язык. Другого как бы они сейчас могут, да, протестовать, но пока что это рождает действительно тот конфликт, который, в общем-то, в котором заинтересованы.
Ну что ж, благодарю вас. Я напомню, что в гостях нашей студии был руководитель Координационного совета общественных организаций по развитию башкирского языка и культуры Тимур Мухтаров. Меня зовут Руслан Валиев. Желаю всем хорошего дня, хороших выходных. С праздником, Днем России и Днем города. В принципе, вас тоже поздравляю. До новых встреч. Пока. Мягкой посадки вашим батарейкам.